На 5 гектарах земли в Бердюрте, где климатические условия не всегда благоволят бахчевым культурам, в кооперативе «Ильев Продукт» сумели создать настоящий оазис. Выращенные здесь арбузы – это результат упорного труда, глубоких знаний, что самое главное – приверженности к экологически чистому земледелию. Даю охер в апреле. Под пленку пустить ее, чтобы не замерзла, чтобы быстрее выросла. Дальше полоть то. Что полоть ног. Дальше уже не надо. Дай хаячку стыш. Уже лозя ищет. Стоит отметить, что арбуз – это не просто ягода, а настоящий клад витаминов и микроэлементов. Его сочная мякоть на 90% состоит из воды, что делает его отличным средством для утоления жажды в жаркие дни. А здесь они по-особенному сочные и вкусные. Как делится в хозяйстве, главный секрет этих арбузов – любовь к земле и никакой химии. Хидадет, хидалчан, а так химия хамди и тенец бадралш. В нашем регионе, особенно летом, бывают засушливые периоды. Земля быстро пересыхает, бахчевые в таких условиях очень сложно вырастить. Важно, чтобы корни получали постоянный доступ к влаге и чтобы при этом не было застоя воды, который тоже губителен для этой культуры. Чтобы обеспечить арбузам оптимальные условия роста, здесь планируется строительство оросительных каналов. Это позволит равномерно распределять влагу, что критически важно для формирования сладких и сочных ягод. Хиба дарялч скважине дауку своими силами якнир скважину разводки с разводки поэтому дата коучлячи штундена хихилля харбас крупнее хигер больше хигер никхигер харбазек. Успех этого хозяйства – яркое подтверждение того, что при грамотном подходе и использовании агротехнологий даже в не в самых благоприятных условиях можно вырастить качественный урожай. Экологически чистые арбузы из Ингушетии – это не только вкусный и полезный продукт, но и символ того, что будущее за устойчивым, заботливым отношением к земле. В сезон эти 5 гектаров земли приносят своему хозяину 150 тонн арбузов. Спрос, говорят здесь, в разы превосходит предложение. Гурмани нестеровки маснаточек шьёхкши дахдакияши харбаста. Труд фермера оценил также глава региона Махмуд Али Калиматов, который лично посещал хозяйство и попробовал арбузы на вкус. Наша съемочная группа тоже не упустила возможности полакомиться сладкой ягодой, и вкус никого не оставил равнодушным. Но арбузы далеко не единственный плод труда агронома. Его 110 гектаров земли – это настоящее поле разнообразных экологически чистых культур. Помимо арбузов здесь раскинулись бескрайние поля кукурузы, ряды хрустящих огурцов, сочные перцы, щедрый урожай тыквы, свежая малина и, конечно же, ароматная зелень. Зелимхан Гулоев, Адам Гулоев, Билал Ахильгов, Магаз 24.